В ближайшие полчаса в эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Добрый вечер. Специальная комиссия выясняет причины инцидента с самолетом авиакомпании «Якутия», который сегодня выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В Нерюнгри врачи борются за жизнь школьницы, которая упала с крыши 9-этажного дома. Изменены сроки демонтажа наплывных мостов по автодороге Вилюй. Стали известны условия выдачи 2% ипотеки для жителей Дальнего Востока. В Нерюнгринском районе появится новый населенный пункт. И дайджест событий Ленского района в материале наших коллег. Полицейские на федеральной трассе Колыма в Якутии задержали жителя Магаданской области, который перевозил крупную партию золота, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полицейскими был остановлен микроавтобус, который следовал из Якутии в Магаданскую область. В сумке для ноутбука одного из пассажиров обнаружены 2 свертка, в которых находилась россыпь металла желтого цвета, сказала Волк. Экспертиза установила, что изъятое является природным золотом весом около 3 килограммов и стоимостью более 9,5 миллионов рублей. Задержанный пояснил, что приобрел золото в поселке Уснера и собирался его перепродать. Возбуждено уголовное дело. Сегодня произошло очередное ЧП с самолетом Сухой Суперджет-100 авиакомпании «Якутия». Борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Певек на Чукотке. Все 80 человек, находившихся в самолете, не пострадали. Самолет при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 5 метров левее. Высадка пассажиров производилась по основному трапу в штатном режиме. Повреждений воздушное судно не имеет. Решение о дальнейшей судьбе самолета будет принято завтра. В Нерюнгри врачи борются за жизнь и здоровье школьницы. Напомню, девочка-подросток упала с крыши 9-этажного дома. Накануне вечером прохожие обнаружили ребенка 15 лет без сознания. Скорая помощь доставила девочку в реанимационное отделение. По словам медиков, на момент поступления у пострадавшей было крайне тяжелое состояние. Были зафиксированы признаки травматического шока. По данному факту проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведены диагностические мероприятия. Компьютерная томография головного мозга, позвоночного столба, костей таза, нижних конечностей, внутренних органов грудной и брюшной полости. Проведены лечебные мероприятия, в том числе переливание свежезамороженной плазмы, адекватное обезболивание, скелетное вытяжение. На утро она в создании. Состояние у нее стабилизировалось, давление у нее 130 сокращений и сатурация кислорода в пределах нормы, дышит самостоятельно, динамика лечения положительная. Пока будет находиться в условиях реанимации, лечение проводят врачи-травматологи. В России строгие меры по контролю за алкогольной продукцией привели к снижению употребления спиртных напитков и увеличению продолжительности жизни. Об этом свидетельствуют данные опубликованного во вторник доклада Всемирной организации здравоохранения, пишет «Российская газета». Как обстоят дела в нашем регионе, расскажет Дмитрий Тымыров. Общее количество употребляемого алкоголя на душу населения в Российской Федерации непрерывно уменьшается с 2003 года. Такое заявление сделала Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, в 2018 году потребление алкоголя в стране сократилось почти вдвое, с 18 до 9 литров на душу населения. В начале сентября эксперты ВОЗ составили рейтинг европейских государств по степени употребления алкоголя. И самой пьющей страной стала Литва, средней в котором выпивает 15 литров спирта на человека в год. На втором месте оказалась Чехия, на третьем – Германия. А на фоне сокращения потребления алкоголя в стране ожидаемая продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума. Почти 68 лет у мужчин, 78 лет у женщин. Также отмечено снижение смертности на 39% у мужчин, на 36% среди женщин. К этой оптимистичной информации российский Минздрав добавил свою. Количество больных алкоголизмом в России снизилось почти в 2 раза. Так, смертность от алкогольных отравлений упала более чем на 70%, алкогольных психозов на 80%, алкогольных заболеваний печени более чем на 20%.
На нашей территории в республике продажи спиртного на душу населения в перерасчете на абсолютный алкоголь упали на 16%. За период с 2010-2017 годы наблюдается сокращение заболеваемости алкоголизмом и алкогольным психозом на 51%. Также сократилось количество смертности от употребления алкоголя. Как нам сообщили в Министерстве здравоохранения республики, в 2018 году с синдромом зависимости от алкоголя состояли на учете 11 855 человек, в 2017 году 12 596 якутян. Отметим, что сегодня на территории республики существуют так называемые трезвые села, где полностью запрещено реализация спиртных напитков. Таких сел сегодня насчитывается 189. Между тем, федеральные ведомства настаивают на одобрении запрета на продажу алкоголя до 21 года. Закон еще пройдет рассмотрение в осенней сессии парламента. И, возможно, до конца года его могут уже принять. Региональные власти тоже выступают за принятие такого законопроекта. По практике очень многих стран, если смотреть, что там действительно установлен возраст 21 год. Мы сегодня понимаем, что именно к 21 году формируется сам мозг. То есть подросток начинает до 21 года, конечно, формирование идет мозговой и полностью общей системы. Поэтому это действительно правильное решение, что сегодня такой ценз устанавливается. И я думаю, что этот проект будет, конечно же, в дальнейшем утвержден. Отметим, как на федеральном, так и на региональном уровне представители власти борются с алкоголизмом в стране. Увеличение трезвых населенных пунктов, сокращение времени и возраста реализации спиртных напитков должен дать еще более ощутимый результат уменьшения статистики употребления алкоголя в стране. В Нерингре в рамках борьбы с алкоголизмом провели рейд по магазинам, торгующим алкогольными напитками в неустановленное время. Наша съемочная группа узнала, как происходит выявление недобросовестных продавцов. Съемочная бригада, выехав в рейд совместно с сотрудниками ОМВД, стала свидетелем нарушений на первой же торговой точке. Магазин по улице Геологов стал первым объектом наблюдения. С прошлого года он расширился и стал гораздо приметнее. После 5 минут ожидания вышел покупатель с черным пакетом. Далее началась работа сотрудников полиции. Вы покажете, что у вас в пакете? Покажите, пожалуйста. Водка. А вы ее приобрели сейчас? Да. А где? Магазин. В данном магазине? Да. Пройдемте, пожалуйста. Стоит заметить, что на контроле у нюрнбергских полицейских есть несколько магазинов, где недобросовестные продавцы даже после уплаты штрафа не перестают отпускать товар в неустановленные часы. На настоящий период времени, по итогам 9 месяцев 2019 года, сотрудниками отдела МВД России по Нюрнбергскому району выявлено 39 нарушений административного судопроизводства в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Также возбуждено 7 уголовных дел. Изъято порядка 333 литров алкогольной продукции. За текущий период 2019 года отделом МВД по Нерингринскому району конфисковано более 400 литров алкогольной продукции на сумму порядка 200 тысяч рублей. Одно юридическое лицо и 10 индивидуальных предпринимателей были привлечены к административному штрафу на сумму от 20 до 100 тысяч рублей и 28 граждан-продавцов к штрафу от 1,5 до 30 тысяч рублей. Сотрудниками полиции на регулярной основе проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений антиалкогольного законодательства, а именно реализация алкогольной продукции в отсутствие соответствующей лицензии в неустановленное законодательством время, а также продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. Подобный товарооборот алкогольной продукции приносит чуть ли не основной доход магазинов и ларьков, а качество товара зачастую, к сожалению, не интересует покупателя. Среди комплекса мер, направленных на снижение алкогольной преступности, сотрудниками МВД проводятся проверочные мероприятия по исполнению федерального и республиканского законодательства в сфере регулирования алкогольной и спиртосодержащей продукции. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерингри. Сроки демонтажа наплывных мостов по трассе Вилюй сдвинули. По обновленным данным дорожников, демонтаж наплывного моста через реку Тюкян на 702-м километре, это граница Верхневилюйского и Нюрбинского аулусов, продлен до 10 октября. Через реку Чугуй-Батуёбая в Мирнинском районе запланирован на 8 октября. В зависимости от погодно-климатических условий возможна корректировка сроков. Эксперт федеральной программы сегодня в Якутске проверил качество работ по улучшению нерегулируемых пешеходных переходов возле школ. Таких объектов в столице 9. Что именно обновили и, самое главное, соответствует ли все нормативам, узнавала Анастасия Кобызева.
Уровень безопасности самых непредсказуемых пешеходов, детей значительно повысится. В столице региона модернизировали пешеходные переходы возле школ. Проект очень важен, ведь за последние 8 месяцев этого года на дорогах Якутска пострадали 60 юных участников дорожного движения. Рядом с образовательными учреждениями установили ограждения перильного типа. Их протяженность 200 метров с каждой стороны. Появились дополнительные светофоры, знаки, а также искусственные дорожные неровности. Интересный факт: на пешеходный переход наносят не просто краску, а холодный пластик. Его преимущество: в долговечности он прослужит целых 5 лет, в то время как краска сотрется уже через год или 2, а то и раньше. Проверить качество выполненных работ приехал эксперт федеральной программы. Ревизор все заснял, записал и остался доволен. Все объекты просмотрены, они соответствуют требованиям ГОСТ, соответствуют проектной документации, которую мы составляли при заключении контракта. Замечаний нет. Всего в этом году в федеральную программу модернизации попали 9 городских объектов. Стоит отметить, что в 2020 году под обновление могут попасть еще несколько пешеходных переходов. В следующем году, насколько мы знаем, у них запланировано только пешеходное ограждение. Мы заявку в свою очередь подавали, значит, на 10 километров, около 10 километров. Но ближе к зиме уже, скорее всего, утвердят. Модернизация пешеходных переходов проходит и в других регионах страны. На эти цели в этом году из федерального бюджета выделили 187 миллионов рублей. По понятным причинам экономить не стоит, ведь безопасность детей-пешеходов превыше всего. Анастасия Кобызева, Илья Сыромятников, Якутск. На сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Стали известны условия выдачи 2% ипотеки для жителей Дальнего Востока. В Нерюнгринском районе появится новый населенный пункт. И дайджест событий Ленского района в материале наших коллег. В эфире Якутия-24, и мы продолжаем наш выпуск. Минвостокразвитие раскрыло механизм предоставления ипотеки под 2%. Ей смогут воспользоваться молодые семьи и получатели земли по программе «Дальневосточный гектар». Уточняется, что супруги должны иметь гражданство Российской Федерации, состоять в зарегистрированном браке не менее года, и муж и жена должны быть не старше 35 лет включительно. Важным условием станет регистрация хотя бы одного из супругов по месту жительства на Дальнем Востоке. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготным кредитным продуктом. Срок выплат по ипотеке составит до 20 лет при размере кредитования до 6 миллионов включительно. Выдавать ипотеку будут на протяжении 5 лет. Заемщики смогут приобрести квартиры на первичном рынке или самостоятельно построить на полученные средства дом. Причем участники программы «Дальневосточный гектар» смогут направить полученные деньги только на строительство дома. В Москве стартовал международный форум «Российская энергетическая неделя». Его задача – это эффективное сотрудничество в сфере энергетики. Площадка уже успела стать одной из главных в мире, где обсуждают перспективы энергетического сектора экономики, актуальные проблемы развития газовой, нефтяной и угольной отраслей, нефтехимии, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности. Во время пленарного заседания с участием и президента государства прозвучали также вопросы, касающиеся альтернативной энергетики и важность сохранения экологии. На форуме работает и делегация из Якутии. В первый день глава республики Айсан Николаев принял участие в сессии «Развитие мировой экономики и будущее угля». Последние годы Якутия становится очень важным таким регионом для нашей страны с точки зрения энергоресурсов. Мы уже известны не просто как угольный регион, а мы сегодня уже один из ведущих регионов нефтяных. В скором времени станем одними из безусловных лидеров газовой энергетики. Именно сегодня президент в своем выступлении много говорил и вообще обсуждалось отдельно вопрос о строительстве и дальнейшем развитии силы Сибири. И, конечно, это все открывает для нас очень большие перспективы. В первую очередь с точки зрения развития и доходной части бюджета республики, с точки зрения развития инфраструктуры, транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры и, конечно, создания тысяч и тысяч высокооплачиваемых рабочих мест для жителей нашей республики.
Также на форуме Айсен Николаев заявил, что возле Эльгинского месторождения в Якутии создадут новый населенный пункт. Он привел в пример Нерюнгри, который был построен как базовый город для угольной промышленности. Новый населенный пункт будет построен силами региона и инвесторов. В конце выступления Николаев отметил, что угольная промышленность является для Якутии той основой, которая дает мощный импульс развитию региона и всему Дальнему Востоку. Как должны выглядеть города и села? Этот вопрос сегодня обсуждали на ежегодном форуме архитекторов Якутии. В рамках форума прошел семинар и воркшоп. Впервые в нем приняли участие не только сами градостроители, но и руководители муниципалитетов. Обсуждали юридическую сторону вопроса. Спорные ситуации, которые возникают из-за отсутствия единой эстетики населенных пунктов, создание дизайн-кодов для городов и районов. Найти и показать уникальность каждого района – главная задача архитекторов. Обсуждали, как должно быть. А вот как не должно быть выглядеть города? Ответ на этот вопрос искала Сарглан Захарова. Проспект Ленина, главная улица столицы, ее исторический центр. Сталинки 50-х годов стали неотъемлемой частью городского облика, но в последнее время не везде его уже можно разглядеть. Фасады почти с полувековой историей закрыли рекламные баннеры и вывески. И теперь различить уникальную эстетику сталинских элитных домов стало довольно сложно. Но так будет не всегда, надеются градостроители. В столице разрабатывается специальный дизайн-код для проспекта. Дизайн-код предполагает из себя упорядочивание. Во-первых, это рекламные средства, которые расположены на фасадах здания. Это входные группы, это элементы благоустройства, которые находятся в пределах улицы. И в дизайн-коде показывается, какие рекламные конструкции могут быть и в каком виде они должны быть на будущее. Хаотичные баннеры, выцветшие рекламки, обшарпанные полотна старых вывесок – большая проблема для города. Убрать их в одночасье затруднительно. Предприниматели защищают свои интересы. Помимо этой боли есть целый ряд других вещей, не менее губительно влияющих на облик города. Конечно же, во-первых, это мусор. Мусора много на улице валяется, это никак не улучшает внешний вид города. Портит, я думаю, что, наверное, скорее всего, то, что мало зелени. Неудобные тротуары, много мусора, ну и плюс какие-то здания не вызывают чувства красоты. У нас дома, они, если честно, какие-то облезлые стены и много заброшек некрасивых. Мусор, все, старые дома и грязно, и все такое. Ну, мусор точно портит. И, скорее всего, вот мне нравится в нашем городе то, что в нашем городе очень хорошо относятся к памятникам. Справедливости ради стоит отметить, что город преображается. Яркость в облик столицы придают оригинальные муралы стрит-арты. Строят скверы и зоны отдыха. Однако мало построить, нужно их еще и сохранить. Жизненный цикл этих объектов, он гораздо дольше. И он зависит именно от того, как эти объекты будут содержаться, у кого они будут на балансе, будут ли средства на то, чтобы потом заниматься текущими ремонтами, при необходимости капитальными ремонтами, поливать, не знаю, там цветы, деревья, кусты, или же просто проводить какие-то мероприятия. Потому что... Когда готовила материал, решила провести опрос на своей личной странице в социальных сетях. Вопрос тот же: что портит ваши города и поселки? Ответы невозможно сказать, что были самые разные. В основном людям бросаются в глаза кривые улицы и тротуары, вездесущие трубы, мусор и нечистоты, которые так ярко выделяются на белом снегу зимой. Но больше всего удивило множество ответов люди. И на самом деле, возможно, стоит начать с себя. Ведь, как говорится, не место красит человека, а человек место. Сарглана Захарова, Георгий Григорьев, Илья Сыромятников, Якутск. Этим летом семья Корякиных переехала из Якакута в Алдан в рамках программы переселения. Выделенных из бюджета денег на покупку жилья не хватало, и супруги взяли кредит. На условиях софинансирования переселенцам удалось улучшить жилищные условия. Эмоциями и впечатлениями новоселы поделились с нашими коллегами. Наталья Корякина вернулась с работы. Комнаты пока не обжитые, и оттого дом еще кажется немного не своим. Жилье Наталья Геннадьевна приобрела летом. Сейчас она, муж, дочка и внук в хлопотах переезда. Окончательно перебраться в город семья планирует до первого снега. Месяцев 5-6 на это у нас ушло. Выбирали, перебирали, нашли подходящий для себя дом. В этой комнате будет жить внук Натальи Геннадьевны, 4-летний Артемка. Обои, люстру и мебель для детской Артемка выбирал сам. Выбирал обои. Сразу говорил, будут голубые.
Увидел люстру, Человек-паук, сказал, это мое. Дом в Алдане супруги Корякины приобрели по государственной программе. Переселить жителей села Якакут в близлежащие города и поселки властям района было рекомендовано правительством Якутии 2 года назад. На приобретение квартиры каждая семья получает до 1 миллиона 200 тысяч. Из расчета этой суммы люди подбирали, какой-то вариант для них подбирался. Вот. И учитывалась площадь. Но те люди, которые, допустим, хотели расширить жилищные условия, то есть они брали дополнительно кредиты, получилось на условиях софинансирования, не приобрели то жилье, которое им хотелось. В основном жители Якакута находят жилье в Алдане, а также в поселках Ленинский и Нижний Куранах. Подбор добротного жилья на выделяемые деньги – задача непростая. Кому-то удается приобрести квартиру в рамках имеющейся суммы без вложения собственных финансов. Часть переселенцев выбирают вариант софинансирования. Взяв кредит на приобретение дома, Корякины улучшили свои жилищные условия. Конечно, нормальная, конечно. Так как у нас проблемный был поселок, сейчас жизнь пойдет по другому руслу, поинтереснее. Внуку в городе будет. В Якакуте Наталья Геннадьевна много лет заведовала клубом. После его закрытия пошла работать в туберкулезную больницу. А в сентябре, приехав в Алдан, устроилась в общежитие медицинского колледжа. Работа очень интересная. Студентов много, каждый со своими интересами. У них кружки там, так что работа нравится. Связь с односельчанами Наталья Геннадьевна поддерживает. Якакутцы регулярно созваниваются, делятся новостями и впечатлениями. В настоящее время в селе остаются 4 семьи. 1 человек подыскал вариант жилья. Идет оформление документов. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. А в Айхале уже 2 года успешно реализуется проект «Городская среда». В рамках этой программы выполнили благоустройство дворовых территорий 6 домов. Какие работы провели, сколько денежных средств потрачено, расскажет Альбина Шарафиддинова. Раньше на этом участке у дома на улице Советская, 13, в межсезонье массу неудобств. Жителям доставляли большие лужи и кучи снега. Чтобы пройти к дому или рядом расположенным магазинам и не испачкаться, было невозможно. За летний период проблемный участок общей площадью 1790 квадратных метров заасфальтировали. Благоустроили проезжую часть и тротуар. У каждого подъезда установили урны. Оборудовали и новые опоры освещения. В следующем году обустроят водоотводную канаву и завершат асфальтирование. Раньше, конечно, здесь было и грязь, и все, и после снега весной на месяц тут было, конечно, похуже. Удобнее стало, положили асфальт нормально, и паркуются машины теперь нормально, и не заезжают на тротуары. Сейчас дети катаются здесь на скейтбордах даже сейчас. В центре поселка на улице Энтузиастов 2 оборудовали небольшую зону отдыха. Установили лавочки и урны. На участке площадью 1250 квадратных метров заасфальтировали проезжую часть. Заменили газонное ограждение. На придомовых территориях высадили деревья. На эти проекты потратили 7 миллионов 750 тысяч рублей. Средства выделены у нас с федерального бюджета и республиканского бюджета в размере 4,5 миллиона. Каждый год в течение 5 лет будут выделяться такие денежные средства на благоустройство дворовых территорий. Остальное софинансирование осуществляет МО «Поселок Айхал». Федеральный проект партии «Единая Россия. Городская среда» успешно реализуется в Айхале с 2017 года. За это время установили лавочки и урны на улицах Кадзова 1 и 3, Промышленной 28, Бойко 1. Модернизировали на придомовых территориях и уличное освещение. В 2017 году мы подали активными гражданами от своего дома заявку на участие в программе формирования современной городской среде. Провели общее собрание собственников в нашем доме, и с 2017 года началась реализация данного проекта. Заасфальтировали придомовую территорию возле нашего дома, установили лавочки и урны. Программа «Городская среда» рассчитана на 7 лет. На благоустройство дворовых территорий активные граждане подали 21 заявку. За время реализации проекта местная администрация силами подрядных организаций облагородили 6 придомовых территорий. В 2020 году планируется благоустроить придомовые территории на улице Кадзова 2 и Юбилейная 4. Альбина Шарафиддинова, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест событий Ленского района. Я передаю слово моей коллеге Ане Кожевниковой.